6 ноября вышла в эфир первая передача абхазского телевидения. Ровно в 19:00 на голубых экранах появилась заставка с видом столицы нашей республики и зазвучали волнующие такты из известной народной песни. За 45 лет абхазское телевидение прошло долгий и тернистый путь становления. Менялись времена, передачи, люди, но неизменным оставалось одно. Вот уже 45 лет в эфире главные новости страны. Амши Кушара. Последние приготовления не только у ведущей, но и у всей новостной команды. А это шеф-редакторы, выпускающие, режиссеры, его ассистент. Первая камера. Сюжеты, то, что выходит в эфир, снимаем уже мы, корреспонденты и операторы. В ураган, в жару, лютый холод, когда дубль только один. Забираемся на вершины, выходим в открытое море, стучимся в закрытые двери, переступаем красные зоны, мчимся навстречу прекрасному. Работаем даже, когда земля уходит из-под ног. Усталость, плохое настроение – все это должно остаться за кадром. Но сегодня, в праздник, мы покажем вам некоторые фрагменты из закулисной жизни. Я еле-еле выговариваю. Я устала, у меня челюсть не открывается, потому что у меня холодно. Ты поверишь, я не могу. Трактор Кировец К-800 способен расчищать. Она не закрывается. Парада архитектура тхаджра янымы пшызалшым. Арабия ацха юукс да са. А я потом как спущусь? Нет, я падаю. Я держу. Мы все прекрасно помним этот прекрасный. Апсни успела ревизоры русы цуры. Ты вообще снимаешь? Не врёбись, что чуть-чуть, вот еще чуть-чуть. Рязла шепа хчит. Рязла шепа хчахет. Ай, говныр, ваблрал, что это хавацухара. Нет, еще раз говорю. Вот. Ой. Подожди, на позитивном настроении. Тебе микрофона нет. Чем именно вот вы занимаетесь? Расскажите нашим телезрителям. Я прихожу пообедать в столовой, а потом сижу за компьютером. В YouTube ролики смотрю. Ничем не занимаюсь. А, воду пью еще из кулера на халяву. Несмотря на обстоятельства и погодные условия, а часто и отсутствие времени, мы стараемся выдавать качественный и интересный продукт. За последние 3 года наш канал начал активное сотрудничество с такими крупными телекомпаниями, как ВГТРК, «Звезда», «Сочи-24» и другие. Без единой правки они пускают наши сюжеты у себя. Это говорит о том, что у нас профессиональная команда корреспондентов, профессиональная команда операторов. Хочется отметить работу корреспондентов. Они всегда трудятся, как пчелки, но особенно в какие-то знаменательные дни. Например, хочется вспомнить день празднования, Дня Победы. С 6 утра вся команда была на
ногах. Мы впервые вещали с 4 локаций в прямом эфире. После Дня Победы нам звонили зрители, благодарили за то, что не все же могут присутствовать на мероприятиях. Мы показали все, что происходило в стране, и были благодарны нам. Если говорить о работе в новостном отделе, вообще в любой новостной журналистике, то первое, о чем ты думаешь, это мешок успокоительного. Второе – это беззвучный режим, желательно всегда. Но так не выходит, второе всегда мимо. В новостях работать здорово, потому что ты действительно находишься каждый день в повестке, ты знаешь, что происходит, где происходит, как происходит. Мне кажется, ни один журналист не может действительно полноценно работать, если он не прошел школу новостей. Если ты не бегал, не звонил людям, если ты не знаешь, что такое спикер, который переносит вашу запись каждые 15 минут, или спикеры, которые не берут трубку, а потом говорят, почему вы меня не записали? Мы пытались. 2023 год стал очень плодотворным в плане работы и развития национального телевидения. Любимые передачи выходят уже из обновленных студий. Большие мониторы, новые декорации, современное оборудование. Новые камеры, петлички, микрофон, экран. Все это для того, чтобы выдавать качественную картинку в эфир, отмечает главный режиссер АГТРК Давид Авицба. Вот сейчас вот Лилиан снимает на абсолютно новую модель стадикама. И операторы говорят, оценивают эту работу как намного комфортнее. Что это дает? Это дает более качественную картинку, более удобство, более эффектные кадры просто можно получать. Один экран на втором этаже, где новости выходят, другой экран здесь. А потом уже пошла вот чистая такая вот техника, которая не видна, но без которой нашей работы не было бы. И мы приобрели очень много, и я считаю, что вот за эти 3 года в этом плане самый удачный год – это вот текущий год, 23-й год, когда нам очень большую поддержку оказала юбилейная комиссия по празднованию 30-летия Победы. Многие наши проекты по приобретению техники они поддержали, потом мы использовали свои бюджетные деньги, и вот где-то на 19 миллионов почти мы приобрели новые техники. Эта техника, она базовая, потому что у нас очень сильно все устарело. Для меня АГТРК, можно сказать, стала моя семья, второй дом. АГТРК – это мой второй дом. АГТРК – это как мой второй дом. АГТРК – это жизнь. И каждый из нас рад быть частью этой творческой команды. И мы постараемся вас радовать новыми проектами и передачами. Не переключайтесь.